الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. Альхамдулилля, милостью Аллаха Субханаху ва Тааля, продолжаем с вами изучение книги, слов Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, Священного Корана, суры Лукман. Прошлая лекция завершилась на 11 аяте, и сегодня же мы начинаем с 12, где Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля начинает свою речь о том человеке, именем которого и названа эта сура. Это человек по имени Лукман. И Аллах Субханаху ва Тааля говорит: وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. И упомяни, как мы даровали Лукману мудрость. И вот мы даровали Лукману мудрость, благодари Аллаха. Воистину, тот, кто благодарит Аллаха, то благодарность его возвращается самому себе. А кто же проявляет неблагодарность, то воистину Аллах, Он богат и Он достохвальный. Аллах говорит: и мы даровали Лукману мудрость. Кто же такой Лукман? Если изучить книги тафсира, толкования Корана, то можно обнаружить, что ученые разделились на два мнения относительно того, являлся ли Лукман пророком Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля, либо он являлся человеком богобоязненным, праведным, которому Аллах даровал знания и понимание религии. И большинство ученых сходятся на втором мнении, что Лукман, он не был пророком, и приводит в свои доказательства различные аргументации, доводы, что он был праведным рабом, которому Аллах Всевышний Субханаху ва Тааля дал мудрость. И что под мудростью, о которой здесь Всевышний Аллах говорит, не подразумевается пророчество, а подразумевается мудрость, которую мы еще поясним далее. Ведь Аллах Субханаху ва Тааля в Коране говорит: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. Аллах дарует мудрость тому, кому пожелает, и тот, кому дарована мудрость, воистину получил великое благо, говорит Всевышний Аллах. И что за человек это был? Тут ученые тоже различные мнения приводят, так как какого-то определенного доказательства, довода нету. Но есть слова сподвижников. И мнение одного из сподвижников, Абдулла ибн Аббаса, приводит имам ибн Кафир в своем толковании, в своем тафсире, где приводится, что Абдулла ибн Аббас, великий сподвижник, сказал, что Лукман, он был темнокожим эфиопом и был плотником. Эфиопия, мы знаем, да, это страна в Африке, и он был темнокожим эфиопом и занимался чем? Он был плотником, у него была профессия. И он чем отличился? Он отличился своим познанием и пониманием сути вещей, что позволяло ему поступать в жизненных ситуациях мудро, то есть так, как требовала этого ситуация, как требовало этого то или иное положение. И Аллах говорит: и мы даровали Лукману мудрость. В начале суры мы уже упомянули, что
сура названа Лукман по причине упоминания в этой суре человека по имени Лукман. И причина неспосылания суры также заключается в том, что мушрики, многобожники мекканские, спросили у пророка, саллаллаху алейхи вассалям, попросили поведать о Лукмане и его сыне. История о Лукмане и его сыне. Ведь Лукман был известен среди них. Лукман был известен среди них и почитаем особенно знатью арабов. Знатные арабы, интеллигенция, они знали его, ценили его и, более того, имели некие писания, некие свитки, в которых хранились записи мудростей этого человека Лукмана. Как приводит Ибн Исхак в своей книге «Сира», жизнеописание пророка, саллаллаху алейхи вассалям, что человек по имени Суэйд ибн Самит однажды, еще во времена джахилии, направился в Мекку для совершения паломничества. Мы знаем, что арабы еще до ислама совершали паломничество, однако их паломничество и хадж, он содержал различные обряды, многобожие обряды, новшества и так далее. И во время этого паломничества он встретил пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, начал призывать его к исламу, начал призывать его к религии. Этот человек, Суэйд ибн Самит, говорит: у меня есть тоже писание, мудрые слова, которые ты мне рассказываешь. Давай я поведаю тебе о них, а затем ты поведаешь мне свои слова. И Суэйд ибн Самит, и пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: скажи же мне, что у тебя есть, какие мудрые слова, высказывания у тебя есть. И Суэйд ибн Самит как раз привел мудрые слова и высказывания Лукмана. На что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Хазаль каляму хасанун». Это есть хорошие слова. То, что ты привел, это есть хорошие слова. «Валлади ма'и афдаль». Однако то, что у меня, оно лучше этого. Ведь со мной то, «Хаза Кур'анун анзаляху Аллах». Со мной Кур'ан, который ниспослал сам Всевышний Аллах субханаху ва тааля. То есть приводится много историй в книгах по сире, в книгах истории, что Лукман, он был известен и почитаемым человеком среди арабов также из-за его мудростей и различных наставлений, которые от него пришли. В какое время он жил, тут тоже разные мнения есть. Одни говорят, что он жил во времена пророка Дауда. Было очень давно. И Аллах говорит: и мы даровали Лукману мудрость. Что такое мудрость? На прошлой лекции мы вкратце упомянули. Мудрость. Ученые дают несколько толкований этому, одно из которых – это умение ставить вещь в соответствующее место. Умение ставить вещь в соответствующее место. То есть мудрый человек, в какой бы жизненной ситуации он ни оказался, он найдет подходящее для этого место, что? Слова, действия, поступки. И также все, чем он обладает, все, что у него есть, и знания, силы, богатство, он каждому из этих благ находит соответствующее, подобающее этой вещи место. Вот этот человек называется мудрым. Как, например, мы говорим, человек расходует свое имущество мудро. Что это означает? Значит, он, вот это богатство, имущество, которое у него есть, он расходует его и использует в тех вещах, которые приносят пользу. Они раскидываются этим богатством направо и налево и не используют это богатство в тех вещах, которые, наоборот, могут навредить ему или лишь принесут убыток. Это уже не мудрое расходование имущества. Или человек расходует свое время мудро, мы говорим. То есть время это тоже благо дарованное. Значит, он это время использует в нужных действиях. А тот же, кто, мы говорим, расходует не мудро распоряжается своим временем, значит, вот это время, которое даровано, он его расточительствует и тратит впустую. Использует в ненадлежащем месте. Вот что значит мудрость. И Аллах даровал Лукману мудрость.
И если придерживаться мнения, то, что Лукман не был пророком, значит, это дарованное Аллахом качество человеку. Ведь Аллах, субханаху ва тааля, каждого человека наделяет различными качествами. Кому-то Он дает склонность к получению, к заучиванию, к пониманию. Кому-то дает склонность к спорту, например, к физическому труду и усилиям. У каждого есть определенные таланты, которые ему дарованы Всевышним Аллахом, субханаху ва тааля. Если сказать, что Лукман не был пророком, то слова Аллаха «мы даровали Лукману мудрость» воспринимаются как это свойство, талант, способность, которая дарована Всевышним ему. Если же принять Лукмана как пророка, то здесь дарование мудрости это подразумевается посредством откровения. То есть посредством откровения Лукману было внушено через ангела, который приносил сообщение от Аллаха, субханаху ва тааля, и таким образом даровал ему различные мудрые решения. Как бы там ни было, известно, что Лукман обладал этой мудростью. И его мудрости, они упоминаются в Коране, в этой суре. Также ученые приводили мудрости Лукмана в своих сборниках. Например, у имама Малика в книге Аль-Муатта, в сборнике хадисов, есть мудрости Лукмана. И в других книгах также можно встретить. И Аллах говорит: мы даровали Лукману мудрость, благодари Аллаха. Благодари Аллаха. Это обращение к Лукману. Либо же это является объяснением к слову мудрость. Смотрите, есть два варианта трактовки, толкования. Мы даровали Лукману мудрость, благодари Аллаха. Первое толкование, что Аллах даровал Лукману мудрость, и, обращаясь к Лукману, говорит: благодари же Аллаха за ту мудрость, которая тебе дарована. Но также можно понять по-другому, что Аллах дал Лукману мудрость, и мудрость это заключается в чем? Что он благодарит Аллаха. Разница понятна, да? Первое. Аллах даровал мудрость и говорит Лукману: благодари же Аллаха за эту мудрость, которая тебе дарована. А второе понимание, что Аллах даровал Лукману мудрость, которая заключалась в благодарности Аллаху. Ведь благодарность Аллаху — это и есть проявление мудрости. Это и есть проявление мудрости. Что такое благодарность? Шукр по-арабски. По-татарски мы говорим шукриту. Шукрит тебя это взаимно. Здесь тоже приводится шукрит Аллаха. Благодари Аллаха. Шукр, благодарность Всевышнему Аллаху, субханаху ва тааля, исходит из трех вещей. Это покорность Аллаху, которая выражается в признании этого блага, которое Аллах дал своим сердцем. Признание блага, которое Аллах дал своим сердцем. А не считать, что это ты сам добился, что сам заработал, сам достиг, сам постарался. Человек в сердце, считающий так, он не признал милость Аллаха. И таким образом в сердце нельзя его считать благодарным Всевышнему. Ведь благодарность в первую очередь исходит от сердца. И заключается в том, что человек признает сердцем, что все, что у него есть, жизнь, здоровье, знания, богатство, имущество, потомство, все есть, это лишь милость Всевышнего Аллаха, и он сердцем благодарит Всевышнего Аллаха за это. После сердца благодарность выражается в словах. Как мы часто говорим «Альхамдулиллах», к примеру, после того, как поели «Альхамдулиллах», или когда человеку пришла радостная весть «Альхамдулиллах», получил зарплату «Альхамдулиллах». Что бы он ни получил, какое-то благо не было, он всегда благодарный человек, говорит «Альхамдулиллах» и делает шукр, благодарность Аллаху. Сердце, язык словами благодарить Аллаха. И третье, это благодарность должна выражаться в органах тела.
Каким образом? Аллах Всевышний дал человеку зрение, и человек благодарный использует это зрение для изучения и взирания на вещи, которыми доволен Всевышний Аллах. Он не использует это зрение на просмотр запретного, на разглядывание запретного. Аллах даровал человеку слух, и благодарный человек использует слух, чтобы слушать те речи, те слова, которыми доволен и которые любит Всевышний Аллах. Аллах даровал человеку язык, умение говорить, речь, и благодарный человек использует эту речь, слова, язык вот этот лишь для произнесения благого. Как пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ман кан ю'мину биллахи вал яумил ахири, фальякуль хайран ау лиясмут». Кто верит в Аллаха и в судный день, пусть говорит благое, либо молчит. Таким образом, благодарность выражается в 3 вещах: сердце, язык и органами тела. Тут следует упомянуть еще одно действие. Это похвала. У нас есть похвала и есть благодарность. Это 2 разных понятия. Они схожи, да. Одно из них содержит другое. Благодарность содержит в себе похвалу. То есть они схожи, но между ними есть определенные отличия. Если, то есть понимаем, да, понятие? Похвала, хвалить кого-то, а есть понятие благодарить. И словами «Альхамду лиллях», «Хвала Аллаху» мы говорим «Хвала Аллаху», но мы используем эти слова также, когда мы благодарим Аллаха. Так вот же, давайте вкратце поясним. Если рассматривать со стороны причины, то хвала более обширное понятие. Потому что Аллаха мы хвалим по причине Его величия и могущества и совершенства, и хвалим Аллаха по причине того, что Он оказал нам свою милость. 2 причины, по которой человек должен хвалить Аллаха субханаху ва тааля. Не только за то, что Аллах оказал милость, но также за то, что Всевышний, Он совершенен. Все Его качества, они совершенны. Если же и с этой стороны благодарность, она уступает. Потому что благодарность бывает лишь только за то, что тебе оказана была милость. Если же рассматривать со стороны проявления похвалы или благодарности, то благодарность здесь превосходит похвалу. Почему? Потому что похвала выражается в чем? Лишь в словах. Мы хвалим словами. А благодарность, мы сказали, выражается в сердце, в словах и делах. Это небольшое разъяснение касаемо похвалы и благодарности. И далее Аллах Субханаху ва Тааля говорит: «Ваман яшкур фаиннама яшкуру линафсихи, ваман кафара фаинна Аллах ганиюн хамид». Кто благодарит Аллаха, проявляет благодарность за те милости, за те блага, которые Аллах ему даровал, Аллах говорит, он благодарит самого себя. То есть польза от этой благодарности возвращается к нему самому. А тот же, кто проявляет неверие, не благодарен за эти блага, которые Аллах дал, за его милости, что Аллах говорит, то Аллах богат и достохвален. Он богат, то есть не нуждается в благодарности этих людей. И он достохвален, он хвалимый, славный. Слава Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Хвала. Что это означает? Аллах Субхану ва Тааля этим аятом говорит, что благодарность, выражаемая человеком в его сердце или словами, или поступками, она Аллаху Субханаху ва Тааля никакую пользу не приносит. И неверие человека, отказ от благодарности
она Аллаху никакой вред не может принести. Как об этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, в хадисе Кудси. Что такое хадис Кудси? Хадис Кудси – это хадис, в котором посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, приводит слова самого Всевышнего Аллаха. Они отличаются от Корана. Сейчас мы не будем затрагивать разницу между Кораном и хадисом Кудси, но у нас есть Коран, который является речью Аллаха, и также есть хадис Кудси, тоже являемый речью Аллаха, являющийся речью Аллаха. И в этом хадисе Кудси пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит, что Аллах Всевышний сказал: «Я ибади, лау анна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану аля кальби раджулин, кану аля атка кальби раджулин минкум, ма зада залика фи мульки шай'a». О мои рабы, говорит Всевышний, если бы все из вас, первые и последние, из людей и джиннов, были такими же богобоязненными, как самый богобоязненный среди вас, это не прибавило бы в моей власти и богатстве ничего, говорит Всевышний. То есть, если бы все люди, миллиарды, от первого человека до последнего, и еще все джинны были бы самыми богобоязненными, праведными, это бы Аллаху субханаху ва тааля не принесло никакой дополнительной пользы, ведь Аллах, Он ни в чем не нуждается, и Он совершенен, Его богатство, Его власть, она безгранична. И также наоборот: «Я ибади ла аунна ауалакум ва ахиракум ва инсакум ва джиннакум кану аля афджари кальби раджулин минкум, аля кальби афджари кальби раджулин вахидин, ма накаса залика мин мульки шай'a». Если же все вы, от первого до последнего, и люди, и джинны, были такими же порочными, как самые испорченные из вас, это не убавило бы моей власти и богатства ничего. Что мы из этого понимаем? И из вот этого аята понимаем, что все поступки человека, которые он совершает, они ему на пользу идут. Аллаху субханаху ва тааля они не способны принести пользу. И все грехи, все ошибки, которые человек совершает, они идут на вред лишь ему. Он этим никому не навредит, тем более Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля. И все повеления Аллаха, и все его запреты, они призваны принести пользу человеку. То есть сама религия, которая содержит в себе дозволенное и запретное, для чего она? Лишь для того, чтобы принести благо самому человеку. И тут интересное сравнение приводят, как когда родитель ребенку говорит: да, сын, поешь вот эту еду, или выпей вот это лекарство, или одень одежду, или не совершай наоборот что-то. Не ходи туда, не совершай это. Это повеление и запреты, так? Родитель от того, что выполнит ребенок или не выполнит, получит какую-то выгоду, пользу? Нет. То есть, получается, повеление родителя, они направлены на что? На пользу самому ребенку. Аллах субханаху ва тааля, все его повеления, его приказы и запреты, они направлены, чтобы принести лишь пользу самому человеку, которому направлены эти речи. Если этот человек осознает, поймет, то отношение к поклонению у человека изменится. Как он читает намаз? Как человек читает намаз? Как будто, чтобы зачастую, к сожалению, чтобы снять с себя обязательства, да, поставить галочку. Так иногда, к сожалению, происходит. Особенно если это уже зашло в привычку и совершается на протяжении долгих лет. Пришел, да, тахарат взял, выполнил и все. И не вдается сердцем в это поклонение. И вот здесь надо помнить, что этот намаз, ты галочку ставишь, от этого Всевышнему Аллаху субханаху ва тааля никакой пользы нет. Этот намаз не для Всевышнего Аллаха, а для кого? Этот намаз для тебя самого. Этот намаз для тебя самого. В мирских делах, когда мы что-то делаем для себя, мы делаем это каким образом? Самым лучшим образом. Когда человек в мирских делах делает для себя, покупает что-то себе, он делает это самым наилучшим образом. Так вот же, поклонение и совершение, повеление Всевышнего Аллаха, они все
направлены исключительно к тебе самому. И от того, как ты их выполнишь, и будет зависеть величина награды и пользы от этого поклонения. Только ты либо будешь получать выгоду, пользу от этого, либо будешь приобретать убыток и страдать от этого. Никто другой от этого не пострадает, и никто другой не получит эту награду, кроме тебя. Таким образом, Аллах Субханаху ва Тааля нам поясняет этот вопрос. Кто благодарит, он благодарит в пользу самому себе. А кто проявляет неверие, то Аллах, он богат, гани. И он хамид, он достохвальный, он хвалимый. Гани – это одно из аль-гани, еще одно из имен Всевышнего Аллаха, что означает, что Аллах ни в ком и ни в чем не нуждается. Аль-гани – богатство. Переводится как богатый. А что такое богатый? Что такое богатство? Это отсутствие нужды в чем-то. И Аллах Всевышний, Субханаху ва Тааля, он единственный, истинно богатый, аль-гани. Ведь он ни в чем абсолютно не нуждается. И он аль-хамид, он достохвальный, хвалимый, ведь он совершенен и обладает самыми наилучшими качествами и именами. Следующий аят. Мы, конечно, когда говорили о том, что до месяца Рамадан постараемся суру Лукман пройти, немножко преувеличили. Алхамдулилля. Аяты действительно очень содержательные и дают объемную, глубокую информацию и нуждаются именно в восстановке на каждом из них. Поэтому спешить не будем, иншаллах. Цель же не пройти для галочки, а цель получить пользу максимальную и стараться эти полученные знания практиковать в жизни. Еще один аят возьмем. Что говорит Аллах? وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. И помяни, как Лукман сказал своему сыну: «О мой сынок, не предавай Аллаху сотоварища, ведь воистину ширк, предание Аллаху сотоварища, это есть великая несправедливость». Заметьте, как обращается Лукман к своему сыну. «Я бунайя» – это уменьшительная, ласкательная форма. «О мой сынок», «О сыночек» можно перевести. Или «Улакаем», «Улам» на татарском языке. Из этого ученые уже извлекают мудрость. Мы же сказали, что Лукман, Аллах ему даровал мудрость. И уже в первом же слове уже извлекается мудрость какая? Что к человеку, которому ты хочешь сделать наставление, предостеречь его от чего-то, или же, наоборот, побудить к какому-то одобряемому действию, нужно наладить с ним связь. И порой для этого необходимо использовать мягкие, приятные слова, которые приблизят его к тебе. И когда человек говорит своему сыну: «О мой сынок», это слова любви, это слова милосердия. Значит, отец уже не будет ругать. Да? Если он таким образом свою речь начал, то уже сын настраивается на что-то должное, на что-то лучшее, на великое. И таким образом он говорит: «О мой сынок, не предавай Аллаху сотоварища. Ля тушрик билля». Что такое ширк? Что такое предать Аллаху сотоварища? Мы часто это используем слово. Вкратце можно сказать, что это приписывание кому-то помимо Всевышнего Аллаха Субханаху ва Тааля качеств, которые присущи одному лишь Всевышнему Аллаху, и направление поклонения, обрядов поклонения, которые подобает направлять и посвящать лишь Всевышнему Аллаху Субханаху ва Тааля кому-то еще. Это можно сказать вкратце. Человек признает за кем-то качества, которые присущи одному лишь Аллаху. Как, например, сотворение.
из небытия, либо знание о сокровенном, либо прощение грехов, либо принесение пользы или еще каких-то других качеств, которыми обладает только Всевышний Аллах. И если человек в сердце признал, что кто-то другой помимо Аллаха обладает этим, он совершил многобожий ширк. Или человек направил поклонение свое кому-то помимо Аллаха, например, совершил жертвоприношение ради довольства какого-то лжебожества и различные другие обряды. Так вот же Лукман говорит своему сыну: не предавай Аллаху сотоварища. И тут ученые говорят, что сын Лукмана, он был одним из многобожников, и поэтому Лукман его наставил, делал ему наставление. Другие же говорят: нет, из этих слов не следует, что его сын был многобожник. Это может быть, да, человек делает наставление своему сыну, боясь, что он может впасть в этот грех. Как часто мы это делаем друзьям, знакомым, предостерегаем его, чтобы он остерегался этого греха. Как бы там ни было, да, Лукман начал именно с ширка. Его наставление начинается именно с ширка, то есть с права Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля. И это самое важное, что человек в этом мире, приходя с самых юных лет, он должен понимать, что самый великий и тот, кто обладает самым большим правом на своих рабов, это сам Всевышний Аллах Субхану ва Тааля. Он даровал жизнь, Он создал все условия для существования, Он заботится о своих рабах, Он отправляет им Писание, чтобы они руководствовались им и получали пользу, и Его блага несметно неисчислимы. И человек с детства должен понимать, что в этом мире есть Господь, Раб, Малик, царь, властитель, владыка, и лишь Он обладает властью, и лишь к Нему необходимо обращаться со всеми своими просьбами, своими нуждами. Как мы знаем, пророк, саллаллаху алейхи своих сподвижников с детства этому обучал. И также опять Абдулла ибн Аббас, он, обращаясь к нему, говорит: «Я гулям инни уаллимука калимат». О, юноша, я научу тебя словам. «Ихфад Илляха яхфадк», храни Аллаха, береги Аллаха, то есть береги его религию, и Аллах убережет тебя. Если просишь, проси у Аллаха. Если ищешь помощи, ищи помощи у Аллаха. То есть уже с юных лет, с детства надо этому обучать. Пониманию того, что Аллах Субханаху ва Тааля превыше всего. Инна ширка лязульмун азим. Ведь ширк, многобожие, является самой большой несправедливостью, говорит Лукман своему сыну. Заметьте, Лукман сказал: не совершай ширк. И не ограничился этим. Он объяснил, почему нельзя его совершать. То есть, получается, он этот запрет, он разъясняет, почему это нельзя. И также, если повеление, надо разъяснить, почему это необходимо. Да? Из этого тоже следует мудрость, которая извлекает ученый, что если ты что-то побуждаешь к чему-то, что-то запрещаешь или же наоборот приказываешь, желательно это упомянуть суть, смысл, причину того, к чему ты человека призываешь. Потому что если человек поймет, то выполнение этого повеления будет совсем на другом уровне. Если же человек просто говорит: не делай, но при этом без упоминания мудрости и смысла, то выполнение или оставление этого запрета будет уже совсем на слабом, на другом уровне. Потому что ширк – самая великая несправедливость. Почему это самая великая несправедливость? И нет несправедливости хуже. Потому что это посягательство на права самого Всевышнего Аллаха, который больше всего сделал благ и одарил самыми большими милостями человека. И отсюда ученые извлекают, что чем ближе к тебе человек, и чем больше он для тебя сделал, то нарушение его прав, посягательство на его права, оно будет иметь больший грех. Родители на втором месте. Почему? Потому что они, после Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, это те люди, которые сделали для тебя больше всего в этом мире. И так далее.
То есть тот, кто человеку принес больше всего пользы, он обладает большими правами на него и на его благодарность. И если он нарушает права тех людей, которые сделали для него многое, это по греху хуже, чем если он нарушает права человека абсолютно чужого, например, далекого. И далее, воистину ширк – это великая несправедливость, говорит Лукман своему сыну. И Аллах говорит в этом аяте: «Ваид каля Лукману либанихи ва хуа я'идуху». И сказал Лукман своему сыну, и он делает ему наставление. Сказал Лукман, наставляя его, делая вагаз. Слово вагаз мы тоже используем. Что такое вагаз? Вагаз – это наставление, которое подразумевает повеление либо запрет, сопровождаемое побуждением либо предостережением. Вот это называется вагаз. Когда ты человеку что-то повелеваешь и при этом сопровождаешь либо побуждением, либо предостережением, либо запрещаешь и при этом побуждаешь, либо устрашаешь его. Вот это называется вагаз. И отсюда тоже ученые говорят, что если ты хочешь что-то запретить, да, либо что-то повелеть, то нужно смотреть на состояние человека. Если ему достаточно сказать, что это нельзя, и нет необходимости разъяснять, раскрывать и побуждать, говоря, не делай, ведь это приведет к гневу Всевышнего Аллаха, а это непременно обернется дурными последствиями для тебя и так далее, и так далее. Вот это называется вагаз, наставление. Если не нуждается он в этом, например, человек действительно набожный, сказал нельзя, он оставляет это сразу. Если же он нуждается в наставлении, то желательно, конечно же, сделать это наставление. Пару мудростей, дорогие братья, хочется только упомянуть. Вот эта история, которая 2 аята мы взяли. И 1 аят того, как Лукман обратился к своему сыну. «О мой сын, не приобщай к Аллаху сотоварища, воистину ширк – великая несправедливость». Из этого извлекается огромное количество пользы в книгах по тафсиру. Здесь лишь выделим некоторые. Первое, то, что отцу следует беседовать со своим сыном. Отцу, родителям необходимо беседовать со своими детьми и делать им наставления. И это всегда, к сожалению, хромает, очень сильно хромает. И дети из-за того, что нету наставлений не имеется в виду подзатыльник или ремень, да? Смотрим, как Лукман, да, он беседовал, он объяснял, разъяснял и мудростью это все доводил. Был диалог, да, было разъяснение, наставление, вагаз. И вот это нужно, если его нету в семье, то нужно его, несомненно, возмещать, стараться. И никогда не поздно этим заняться. Возможно, если этим родитель не занимался, отец не занимался, то никогда не поздно этим начать заниматься. Ведь если человек не услышит это от самого близкого для себя человека, он начнет впитывать со стороны. Сверстники начнут становиться для него наставниками, теми, кто его наставляют. Да, либо же в наше время это смартфоны, телефоны, компьютер, различного рода блогеры. Вот он их начнет впитывать. И они станут для него наставниками. И это приводит, несомненно, к очень печальным последствиям. Поэтому это наставление, да, совет в первую очередь. Отцам необходимо наладить диалог и проводить обязательно вот эти наставления, беседы со своими сыновьями. И также для сыновей в этом есть наставление. В чем же? То, что отец, он делает наставление сыну, и это наставление, оно самое важное. Почему? Потому что исходит от того человека, который любит тебя сильнее всего. Отец, когда делает сыну наставление, для чего он делает это наставление? Не для пользы для себя самого, а переживая за своего сына. Но, к сожалению, да, когда молод, этого не понимаешь. И в юном возрасте подростки, они отказываются это воспринимать. Да, воспринимают это как некая придирчивость, либо еще какие-то негативные действия, да, исходящие от отца, что он не понимает. Ну, различные. Это проблема отцов и дедов, она была всегда.
Но здесь же этот аят, вот пример Лукмана и Лукмана и его сына, как раз нам показывает, как эту проблему отцов и детей решать. Проблему отцов и детей как решать. И первый шаг – это диалог, это наставление. Отец – учитель, который наставляет мудростью, примерами, разъяснениями. А сын в ту же очередь должен понимать, что раз отец говорит, значит это не просто так. Ведь он действительно переживает, действительно любит. И раз оно исходит от отца, следует этому прислушаться. Нет на земле никого другого, кроме родителей, которые бы переживали или любили сына так же, как родители, а ребенка так же, как родители. Вот эту мудрость упомянем и на этом завершим. Субханак Аллаху ва бихамдик, ашхаду ан ла илляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. الله أكبر الله أكبر الله